Вы сейчас понимаете, что вы отдали паспорта, вы уже автоматически голосуете за кого? Да. Так, преподаватель юридической академии пыталась воздействовать на выбор студентов. Будущие юристы с другими политпредпочтениями за своих, похоже, там не считаются. Так, за дверями аудитории в тот день оказались студенты, выбравшие других кандидатов. По этому факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. По результатам рассмотрения материалов, поступивших из Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики, возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Расследование данного уголовного дела поручено Следственной службе Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Статья 139 называется «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Наказание за это – штраф в размере до 500 минимальных зарплат или же лишение свободы от полугода до 5 лет. Все зависит от тяжести, если лицо, к примеру, использует свое должностное положение. Наблюдатели говорят, по факту административного давления на студентов для возбуждения уголовного дела, скорее всего, решающую роль сыграла аудиозапись. Но почему надзорный орган тогда не реагирует на действия Душенбека Зилалиева, в случае с которым также имеется аудиодоказательство, не совсем остается понятным. Сам чиновник, кстати, не отрицает, что является героем этой записи. Да и Центр избирком признал слова Зилалиева как нарушение правил агитации. Когда мы стали задавать вопрос рабочей группе, вообще, где это происходило, сколько человек слушало, рабочая группа сказала, что они не смогли это установить. А раз они не смогли это установить, правительство тоже не сможет установить. Именно поэтому я разделила мнение, что да, надо направить в прокуратуру, чтобы прокуратура разобралась в этой ситуации и потом уже на самом деле приняла тоже соответствующие, дала правовую оценку. За Центр избирком это сделали активисты. Заявление в Генпрокуратуру подал, к примеру, Адиль Турдукулов. Он считает, что в таких очевидных случаях надзорный орган обязан был начать расследование без всяких заявлений. Я подал заявление в Генеральную прокуратуру об очень грубом нарушении со стороны вице-премьер-министра закона о выборах. Эта информация, она распространилась среди средств массовой информации, и Генеральная прокуратура, не дожидаясь заявлений со стороны каких-либо активистов или реакции Центра избиркома, она должна была сама отреагировать на это, потому что это единственный уполномоченный правоохранительный орган, который должен следить за единообразным соблюдением законов для того, чтобы не нарушались законы, и те, кто нарушает, возбуждать в отношении дела. Она должна была это сама сделать, к сожалению, этого не произошло. Как считают активисты, ситуация с Зилалиевым – это очень опасный прецедент. Вице-премьер может послужить примером для других чиновников. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС.